Можно я ставлю? Так, мы, наверное, тогда сейчас... Пойдем тогда? Давайте. Идемте. Мы, наверное... По парам стоит так. Давай. Здравствуйте, гости дорогие! Мы вас очень ждали. Нарядились мы красиво и хотим показать вам свои владения. Передаем слово нашей хозяюшке Алене Александровне. Она проведет вас и покажет наши сказочные владения. Проходите. Сказочные владения у нас действительно большие. У нас 3 гектара земли нашего под женскими руками. Фишки пускать. Школьный турнир между детскими садами. Привет! Как живете? Молодцы, мотор. Здравствуйте! Салам. Салам, или надо? Куртки давайте снимаем. Куртки вон туда на веранду. Идем все футболисты. Идем сюда. Знаем мы, это нас ждет. Но пока мы ночью не спим, ждем, когда время придет. Время, позднее время, не детское время. Нам надоели книжки в постели, ваши советы. Вы смотрели, летать на ракете, решать все проблемы. Мы все веселели, придет наше время. Мы найдем друзей в далеком космосе. Мы готовы к бегу. Время, позднее время и романтики. Скоро будем покорять галактики. Здесь собрались самые лучшие, спортивные, активные ребята нашего района. Команда «Звездочки». Наша команда супер-класс. Не обыграть сегодня нас. Команда «Восточки». Мы победили. А сейчас, может, кто-нибудь забьет праздничный гол? Ой, молодец! Давайте, Наталья Алексеевна. Первый удар по мячу. Давайте в эту сторону. Давайте в эту. Вы можете все бороться. О, гол! Начинайте игру. Опа! Это Васильевна, 4-й номер, что варто запишите? У этого 4-го. Соска во рту еще, да? Осторожно. Горячая борьба. Пойдемте, давайте. Судья посуживает. 17 века наши давние предки знали, как полезен кылик. Он развивает моторику, мелкую моторику рук, самостоятельность, творческую способность. В нашем детском саду
даже при помощи квиллинга хохлома. Давайте попробуем тоже. Получится ли? О, Хайкдар. Василиса, куда смотри? Следующая мастерская. Здесь у нас девочки-вышивальщицы. В нашем сказочном царстве Марья-искусница. Марья-искусница обучает своих детей, внучек вышиванию, видеть красоту. И собственно, руками они вышивают такие произведения почти. Привет, дочка. Тоже, собственно, ручно сшитые, и вот эти головные уборы тоже они сами с бабушкой вот сделали. Наталья Алексеевна, и еще коронавирус у нас не закончился. У нас девочки-мастерицы приготовили для вас такие подарки. Это чувашские маски, чувашской вышивки. И защитили вы нас. Спасибо большое. Белые и черные. Спасибо. По цвету и по сезону. Все, Алексеевна. Так. Еще одну. Девочки, вам Современная молодежь уж чуть-чуть по-современному вышла. совсем маленькую. Давайте мы посадим самую большую, чтобы это пошло быстро. Чуть по дну постучите, по дну. Сейчас. Постучать по дну. По дну. Ага, вот так, ага. Сейчас опять вот так. Ага. Дальше засадим. Очень. Когда начнем работать. Полить, наверное, сразу даже. Нет, Татьяна Алексеевна пускай пойдет. Господи, Наталья Алексеевна. Наталья Алексеевна. Ага. Все растет долго и радует. Но остальные мы Евгения присаживается, кстати, наши Изучаем окружающий мир. Делаем новые открытия. Посмотрите, пожалуйста, что тут у нас, чего только у меня тут нету. Есть все. И пипетки, и лупы, и емкости разных размеров. И даже у меня, знаете, что есть? У меня есть микроскоп, настоящий микроскоп. Представляете? А ребята всегда любят ко мне приходить, помогают мне в огороде, вон, в теплице. Урожай мы уже весь собрали в этом году, вон какой у нас богатый, да. Также что мы делаем, ребятки, еще? Вон тут мы изучаем свойства воды, изучаем свойства воздуха, песка. Много чего еще делаем, У них всегда много вопросов, всегда. Но я прям точно, честно вам говорю, с максимальной точностью, с помощью исследований даю им правильные ответы. Да. И вот сегодня у меня тоже есть такой витаминный вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, сколько долек в мандарине? Вот в этом, не почистив его. Вы можете папу трогать. Наши дети все знают этот секрет. Знают, да, ребята, знаете? Ну, рассказывайте, в чем секрет? Я не знаю, сколько долек. 18. Ну, сколько? 11. Разве? 11. А расскажите, как нужно узнать, сколько долек внутри? Расскажите, я разрешаю. Савелий, расскажи. Расскажи. Цветочек убираешь, там считаешь точечки, и там есть. Да. Точечки считать нужно. Вот эту цветочку убираем. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Проверь сейчас. Давайте попробуем. Если правильно посчитали, Да, если правильно посчитали, должно все сходиться. Мы уже несколько раз пробовали с детьми. все выходит. Выходит, Всегда. считаем и кушаем, Сейчас. Так. Это близняшки, да? Давайте я все. Ладно, справлюсь. Самое главное, чтобы посчитать дольки, сколько здесь. Да, уже это интересно. 9,
Можете секретом поделиться со своими детьми, да. Работает еще с апельсином. Да, да. Для чего мы его варим? Для чего? Для растений, Для растений. А растениям оно зачем нам? чтобы кругом росло. Да, чтобы круглый год росло. Волшебное удобрение мы сегодня делаем. Да. Что мы делаем? Давайте пробуйте, пробуйте. По донышку постучи. Тихонечко только. Да, Безопасные опыты. да, безопасные. Опа. Не хочет тебя слушать. Да, я попробую. Все ингредиенты слушают кого? Давай, Савелий, пробуй. О, пошло, пошло, смотри, смотри. Что это там, волшебные пузырьки? Да, да. Обязательно мы создадим это волшебное зелье. Нравится вам, нравится? Да, да. Нет. Сейчас подойди. Открытие летней сцены. Но перед нами препятствие небольшое. Нам нужно разрезать ленточку. Василисушка, подай гостям ножницы. Василиса, иди сюда. Да, Василиса, иди сюда. Давай, давай, с одной стороны держишь, чтобы... Держишь? Раз, два, три. Помаши. Насколько я Каждый час на земле мы растем, за мечтой идем. Детство, детство, укрыто защитой неба. Нам дружба нужна, нас любят везде, нас любят всегда. Нашей страны, с неба солнцем залитое небо, царит на планете мирно, здесь нету войны. Детство, детство, счастливо и бескорыстно, нам дружба. Юлдашсың, юлдашсың, келдек юраққа, елін бардақымана. Мандаван ялайып шырамын келесің, үрігімі бар, шыбыртығыр бар, күтсейлі бірсейлі. Туған якқа юлты таман, туған як, ең güzel ғазиз якқа, туған як, сүйзейлеклері пішкен шат, туған як, ашығын қайырлыққа, туған як, талпына гүнен, талпына ашқына, ясылына түз түзгені, қайырлықтан желек түшкен, түзіріліп түзгені. Прекрасней в мире нет земли, это наш край родной. Здесь поют всем соловьи, это наш край родной. И березы, и цветы, это наш край родной. В роще спеют ягоды, это наш край родной. Где бы ни был я, в край родной я вернусь. И в чужой стране не задержусь. Здесь родился я, здесь земля моя, я всегда в свой край вернусь. Здесь родился я, здесь земля моя, я всегда в свой край вернусь. Где бы ни был я, в край родной я вернусь. И в чужой стране не задержусь. Здесь родился я, здесь земля моя, я всегда в свой край вернусь. Здесь родился я, здесь земля моя, я всегда в свой край вернусь. Где бы ни был я, в край родной я вернусь. И в чужой стране
праздник детского сада. Нашему детскому саду сегодня исполняется 10 лет. Сегодня мы открываем летнюю сцену для детей в село Батырево. Такой праздничный повод появился благодаря благотворительному марафону именем детства во имя детства при поддержке Союза женщин Чувашии. Все собранные денежные средства Батыревского района были направлены на строительство летней сцены. Сегодня в нашей сказочной стране собрались такие красивые, такие задорные девчонки и мальчишки, их родители и педагоги, а также гости. Среди почетных гостей нашего праздника Чернова Светлана Алексеевна, первый заместитель главы администрации Батыровского района, начальник финансового отдела. Кислов Юрий Михайлович, председатель Чувашского отделения Российский детский фонд. Николаева Наталья Алексеевна, председатель Чувашской республиканской общественной организации Союз женщин Чувашии. Андреева Наталья Борисовна, депутат собрания депутатов Батырского района. Почетных гостей приглашаем на сцену. Объявляем Черновой Светлане Алексеевне, первому заместителю главы администрации Батыровского района, начальнику финансового отдела. Спасибо большое. Уважаемая Наталья Алексеевна, уважаемый Юрий Михайлович, дорогие наши гости, ребятишки, воспитатели, родители. Действительно, как вы уже знаете, 5 сентября наш район отмечает юбилей 95 лет со дня образования. И сегодня на территории района проходит ряд мероприятий, посвященных этому празднику. И наряду с открытием молочного завода, врачебной амбулатории, многоквартирного дома мы, конечно, не могли обойти стороной наших детишек. И сегодня мы открываем на территории детского сада «Сказка» летнюю сцену. Получилось так, что в один из приездов Натальи Алексеевны в наш район она подсказала нам такую идею – направить средства благотворительного фонда на более масштабный проект. То, о чем мы мечтаем давно. И мы подхватили эту идею. 1 июня, Международный день защиты детей, был там старт этой акции, конечно, с поддержки Союза женщин Чувашии и благотворительного фонда именем детства во имя детства. И вот сегодня мы здесь и видим результат. Я хочу слова огромной благодарности сказать, в первую очередь, вам, Наталья Алексеевна, вам, Юрий Михайлович, за поддержку данного проекта. Действительно, на протяжении всего проекта вот мы чувствовали ваше сопровождение. Хочу сказать слова благодарности неравнодушным жителям Батыревского района, коллективам предприятий и организаций, которые внесли свой вклад в копилку марафона. И, конечно же, огромные слова благодарности, наверное, Алене Александровне, потому что, на самом деле, самый тяжелый груз... Кстати, вы почему не с нами на сцене? Да. Самый ответственный, самый большой груз, конечно, лег на ее плечи. И хочу, даже уверена в том, что эта площадка станет местом притяжения для детей всего Батыревского района, местом красивых, ярких праздников, местом развития талантов. Хочу пожелать им счастья, здоровья и отличного настроения. С праздником еще раз! Добрый день, уважаемые батыревцы, и дети, и взрослые, Наталья Алексеевна, руководство. Сегодня праздничный такой светлый, холодный, теплый день, в который приятно проводить такое мероприятие, инициатором которого стала вот Наталья Алексеевна, которая рядышком со мной стоит. Детский фонд проводит благотворительный марафон уже 20 с лишним лет. Детскому фонду в этом году 35 лет исполняется. Но только последние 2 года мы как-то породнились, подружились с женсоветом нашей республики и чувствуем ее поддержку, инициативу, энергию
И когда она предложила сначала поставить цель, а потом собрать средства, мы поняли, что это, наверное, правильное решение. Если помните, мы сначала собираем, благотворительный марафон собирает деньги, потом администрация, депутаты, женсовет думает, куда деть, а потом мы их направляем. Наталья Алексеевна предложила обратный ход. И, наверное, правильно. Когда люди заранее знают, куда пойдет ее рубль или 10 рублей, мы же не ставим целью миллионы, миллиарды собирать. Самое главное — участие, благотворительность, соучастие в вопросах поддержки детства. И в этот раз нам удалось. Прекрасная площадка. И на этот праздник я приехал с Натальей Алексеевной не пустыми руками. За ваш благородный труд и умение так продуктивно, коллективно работать мы привезли вам 4 коробки канцтовары, игрушки, детское питание на общую сумму 160 тысяч рублей. Они у меня в машине, я не мог их донести. Вот я бумажку передаю, а коробки, поверьте мне, разгрузим чуть попозже. С праздником, здоровья, всего самого лучшего. Добрый день, дорогие ребята, уважаемые родители и педагоги. Действительно, это здорово, когда взрослые более внимательнее, наверное, и решительнее находятся в процессе принятия каких-то решений. И действительно здорово, что мы сработали с Аленой Александровной, Светланой Алексеевной, что Юрий Михайлович поддержал нашу идею по поводу конкретного решения вопроса. И вот сегодня мы стоим на прекрасной действительно сцене и таком благоустроенном участке, где я уверена, что дети смогут показать интересные спектакли. Мы бы с удовольствием приехали и посмотрели какое-нибудь театрализованное представление. Поэтому ждем приглашения от вас. А, дорогие ребята, я надеюсь, что вы здесь тоже себя будете чувствовать еще более увереннее, проявите свои лидерские качества. И в перспективе, выдающихся земляков, я думаю, что здесь уже сидит большой представительский отряд. Поэтому ждем ваших подвигов, ждем ваших побед и готовы еще очень много совершить для того, чтобы у вас были возможности. Спасибо, всех с праздником. Батарева вперед, двигайтесь дальше, растите и процветайте. Спасибо. Добрый день, уважаемые почетные гости, земляки, дорогие мальчики и девочки. Разрешите мне поздравить вас сегодня с 2 замечательными праздниками. Во-первых, с днем рождения садика. И, во-вторых, с 95-летием нашего любимого родного Батаревского района. И я уверена, что вы сегодня, как и я, чувствуете себя счастливыми. Потому что мы часто говорим добрые слова, но не всегда, к сожалению, они превращаются в добрые дела. И сегодня мы становимся с вами свидетелями этого чуда, когда наши слова, когда наши цели, намерения, они превращаются в вот такое удивительное чудо. Появилась у садика, для всех садиков Батаревского района, замечательная сцена, где каждый ребенок сможет почувствовать себя прекрасным артистом, замечательным художником, настоящим певцом и музыкантом. И я надеюсь, что очень много ребят смогут здесь осуществить свои мечты. С праздником! Добрый день, уважаемые гости, дети. Я вас поздравляю с сегодняшним замечательным солнечным днем, с днем рождения детского сада. Это замечательный праздник, который мы ждали, очень его ждали, готовились к нему. И результатом наших работ, общих работ, получилась такая замечательная сцена, которая принесет, наверное, много очень плодов хороших. Наши дети села Батарева довольны, что у нас получилась такая благоустроенная площадка и замечательная сцена. Спасибо большое. Мы очень рады, что все жители Батаревского района поддержали этот проект и получилась такая замечательная сцена. Благодарность вручается Портновой Людмиле Владимировне, инструктору по физической культуре Батаревского детского сада «Василек» за активную жизненную позицию, плодотворный, добросовестный труд и успехи в деле воспитания подрастающего поколения.
Такая же благодарность вручается Ежовой Евгении Владиславовне, музыкальному руководителю детского сада «Василек». Такая же благодарность вручается Базуновой Татьяне Михайловне, музыкальному руководителю детского сада «Василек». Ой, «Сказка». Благодарность вручается Плешковой Ирине Алексеевне, инструктору по физической культуре детского сада «Сказка». Такая же благодарность вручаем Веревкиной Людмиле Владимировне, инструктор по физической культуре детского сада «Солнышко». Так, вот это вот, пожалуйста. Татьяна Михайловна, выйдите тоже, пожалуйста. Кто доброй сказкой входит в дом, кто с детства каждому знаком, кто не ученый, не поэт, а покорил весь белый свет, кого повсюду узнают, скажите, как его зовут? На голове его колпак, ну а колпачен будет враг. Злодеям он покажет нос и рассмешит друзей до слез. Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут? Он окружен людской молвой. Пусть детство звонкое смеет. Чунчею вине шираром, аджарам комоларом сана. Чулин чученелем падыелем, эскюледен милем табрана. Падыелем, зовут падыелем, сарамен женчундан мухтасман. Малышне деща плакающий день, щеджи
дорогие гости и жители Батревского района. Сегодня мы приветствуем всех на нашей радужной земле. И в этот прекрасный день мы отмечаем юбилей 95-летия нашей малой Родины. Жители Батревского района, сердечно поздравляю вас с юбилеем. Пусть наш любимый район растет и процветает, и всем нам только счастье дарит. Желаю вам мира, здоровья, благополучия и удачи. А мы все прекрасно знаем, что благополучие нашего района зависит от каждого из нас. Батревский район расположен на юго-востоке Чувашской республики. Граничит с Алатырским, Шимуршинским, Яльчикским, Комсомольским районами Чувашской республики и Буинским районом Республики Татарстан. За это время наш район назывался и Большебатревским, и Шехердановским, и Чкаловским. Окончательно в 1959 году его переименовали Батревским. Для приветствия и поздравления на сцену приглашаются первый заместитель главы администрации Батревского района, начальник финансового отдела Светлана Алексеевна Чернова. Председатель Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Наталья Алексеевна Николаева. Председатель Чувашского регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» Юрий Михайлович Кислов. И депутат собрания депутатов Батревского района Наталья Борисовна Андреева. Аплодисменты нашим уважаемым гостям. Слово предоставляется Светлане Алексеевне Черновой. Добрый день, дорогие гости и жители Батревского района. Я от всего сердца поздравляю вас с таким замечательным юбилеем, 95-летием со дня образования. Мы очень любим свой район, гордимся его достижениями. Но самое главное в нашем районе – это, конечно же, люди, которые живут и трудятся на земле, создают семьи, растят детей, передают из поколения в поколение нравственные устои и обычаи. И гордятся тем, что Батревский район является частичкой славной республики Чувашия. Я от всего сердца еще раз поздравляю вас с праздником. Счастья вам, новых высот, достижений и успехов. Для поздравления слово предоставляется Наталье Алексеевне Николаевой. Добрый день, дорогие друзья, дорогие земляки. От всего сердца поздравляю вас с праздником, с 95-летием образования района. Это действительно очень серьезная дата и показатель того, что здесь живут счастливые, успешные люди, которые делают очень много для того, чтобы район процветал, чтобы он креп. И сегодня мы тоже становимся свидетелями чествования семей, которые являются костяком и, наверное, таким остовом для того, чтобы жизнь продолжалась. Будущие поколения росли, находили себе применение. Спасибо вам за то, что вы делаете, за то, что вы являетесь носителями традиционных, исконных традиций и понимания, что такое семья. Поздравляю от всей души с праздником, желаю вам здоровья, благополучия, чтобы вы каждый день, просыпаясь на этой благодатной земле, благодарили Создателя за возможность жить и процветать, и творческих побед, успехов, настроения, и чтобы солнце всегда обогревало Батревский район и дарило свою теплоту. Спасибо вам большое, с праздником. Спасибо большое. Ну а сейчас слово предоставляется Юрию Михайловичу Кислову. Добрый день, уважаемые батревцы. Сегодня у вас большой праздник, хорошее настроение, хорошая погода. Мы только недавно с Натальей Алексеевной, 10 минут тому назад, открыли хорошую концертную площадку в детском садике. Это подарок всех жителей Батревского района детям. Ну, мы прекрасно понимаем, что семья – это ячейка общества, а семья состоит из мамы, папы и детей. Наталья Алексеевна представляет женсовет, я представляю детский фонд, то есть мама и дети здесь. И мы прекрасно понимаем, что наши фонды
занимаются именно поднятием престижа семейных отношений. Что сейчас творится на других странах западных, мы знаем, да? Родитель номер 1, родитель номер 2. И все остальное, лучше не буду говорить такие гадости. Праздник такой. Спасибо, что вы есть. Благодаря вашим семьям, вашим отношениям, вашей любви к детям Россия процветает. Спасибо, с праздником. Спасибо большое. И для поздравления слово предоставляется Андреевой Наталье Борисовне. Уважаемые батревцы, дорогие мои земляки, разрешите мне от всей души поздравить вас с замечательным юбилеем Батревского района. Мы с вами счастливые люди. Мы родились и живем на земле, которая, как в песне поется, «Паттер-ень, маттур-ень». Я желаю вам искренне процветания, благополучия, богатырского здоровья, энергии. И уверена, что каждый из нас с вами сделает все для того, чтобы наш район был самым процветающим, самым богатым, самым здоровым и крепким, как своими традициями, так и своей историей. С праздником, дорогие земляки! Спасибо большое. Почетных гостей просим остаться на сцене. Все наши радости, успехи района, удачи зависят от семей, которые проживают в Батревском районе. Из всех человеческих отношений семья самая древняя и самая великая. Семья – это дом. И где бы мы ни были, мы всегда помним о нем. Он притягивает нас своим теплом. У района есть будущее, когда в нем играются свадьбы и рождаются дети. В нашем районе много крепких семей, вырастивших не одно поколение детей. И мы сейчас в этом убедимся. Мы начинаем парад юбиляров семейной жизни. Слово предоставляется начальнику отдела ЗАГС администрации Батревского района Емелиной Наталье Васильевне. Добрый день, уважаемые гости. Здравствуйте все, кого объединяет это короткое, но такое доброе слово – семья. Сегодня, в день празднования 95-летия Батревского района, на параде юбиляров семейной жизни присутствуют семьи, которые прожили вместе многие годы, а также молодые семьи, которые отмечают первые юбилеи своей совместной жизни. Ведь именно те семьи, которые стремятся сберечь семью, оставаться верными друг другу, достойны уважения и восхищения. Как сложно все, и как все просто. Минуты, дни, года летят. Поверьте, никогда не поздно вам вспомнить то, что было много лет назад. Как било сердце, помните? Конечно, волнуясь, как стучали каблучки, как слово «да» произносили нежно, как были вы друг в друга влюблены. Этими стихами я обращаюсь к вам, дорогие юбиляры. Прошу вас на мгновение вспомнить тот день, когда вы, волнуясь, держась за руки, пришли в ЗАГС, где по своей взаимной любви и согласию заключили свой брак, зажгли свой семейный очаг, который согревает теплом вас, ваших родных и близких. Уважаемые гости, встречайте золотых юбиляров семейной жизни, супружеский стаж которых составляет 50 лет. Семья Владимира Самсоновича и Марии Никифоровны Кудрявцевых из деревни Новая Бахтиярова. Брак заключен 4 сентября, через 2 года. Дорогие наши юбиляры, поднимаемся отсюда, парадной ступеньки. Наши семьи, они нигде не пропадут. Проходим туда, встаем, да, с ней. Так, приглашаем Сапфировых. 3 детей вырастили наши золотые юбиляры. Приглашаем Сапфировых юбиляров семейной жизни, супружеский стаж которых составляет 45 лет. Семья Василия Афанасьевича. И Валентина Алексеевна Егоровых из деревни Тигашева. Брак заключен завтра, будет юбилей, 3 сентября 1977 года. Вырастили 2 детей. Проходим. Так, приглашаются Рубиновые юбиляры. Семья Анатолия Александровича и Альбины Степановны Ильиных из деревни Кокшанова, супружеский стаж которых составляет 40 лет. Брак заключен 7 августа 1982 года. Воспитали 4 детей.
Встречаем супругов Сильвестра Петровича и Галину Михайловну Шалтыновых из села Нарваш-Шигали, супружеский стаж которых составляет 35 лет. Коралловая свадьба. Брак заключен 4 июля 1987 года. Вырастили 3 детей. Приглашаются юбиляры Борис Петрович и Елена Валентиновна Емельянова из деревни Верхняя Тыкова, супружеский стаж которого составляет 30 лет, жемчужный юбилей. Брак заключен 11 января 1992 года. Воспитали 2 детей. Чуть-чуть подальше, пожалуйста, в глубину проходим. Встречаем серебряных юбиляров Марата Ревкатовича и Алсу Шайдуловну Куликовых из деревни Татарские Сугуты, супружеский стаж которого составляет 25 лет. Брак заключен 2 августа 1997 года. Вырастили 3 детей. Встречайте семью Станислава Фердинандовича и Натальи Алексеевны Никитиных из села Батарева. 20 лет, фарфоровый юбилей. Брак заключен 29 июня 2002 года. Воспитывают 2 детей. Приглашаются хрустальные юбиляры. Семья Юрия Александровича и Екатерины Геннадьевны Лаврентьевых с села Сугуты. Супружеский стаж составляет 15 лет. Брак заключен 11 августа 2007 года. Воспитывают 1 ребенка. И самые молодые остались у нас. Встречаем оловянных юбиляров Василия Алексеевича и Алевтину Борисовну Лепешкиных из села Батарева. Супружеский стаж составляет 10 лет. Воспитывают 3 детей. И встречайте самую молодую супружескую пару, семью Шамбазовых Марата Мансуровича и Наили Наиловны из села Шевердан. 12 августа исполнилось 5 лет, деревянная свадьба. Прошу. Громкие аплодисменты, уважаемые гости. Встречаем наших юбиляров. Вот нас так много, что мы не видим наших уважаемых приглашенных гостей. Но, как говорится, наши гости всегда найдут выход из положения. Да-да, уважаемые наши приглашенные, прошу вас выйти. Обязательно, без этого невозможно. Да, вот чуть-чуть, вот все хорошо, отлично. И слово для поздравления, вот наши замечательные семьи. Хочу представить первому заместителю главы администрации Батаревского района Светлане Алексеевне Черновой. Да, мне кажется, надо сразу. Уважаемые наши юбиляры, действительно очень приятно видеть вас сегодня на сцене. Мы очень гордимся такими семьями, которые наполняют наш Батаревский район, которые делают наше будущее. Дальнейших вам успехов, чтобы в семьях у вас была любовь, теплота, уют, чтобы дети радовали вас на протяжении всей вашей жизни, и чтобы у вас в семье все было хорошо. С праздником! Горько. А ты что-то так без низких. Мы стоим серьезно. Давайте. Горько. Ну, у вас юбилей. Но горько у нас еще будет. Ну а сейчас торжественный момент, уважаемые приглашенные. За большой вклад в укрепление и сохранение семейных традиций и ценностей, достойное воспитание детей, благодарность администрации Батаревского района объявлена семье Кудрявцевых Владимиру Самсоновичу и Марине Никифоровне в связи с 50-летием совместной жизни. Проходим в центр, фотография на память. Благодарность администрации Батаревского района объявлена семье Егоровых Василию Афанасьевичу и Валентине Алексеевне в связи с 45-летием совместной жизни. Проходим, уважаемые юбиляры, в центр. Фотография на память. Благодарность объявлена семье Ильиных Анатолию Александровичу и Альбине Степановне в связи с 40-летием семейной жизни. Благодарность объявлена семье Шалтыновых Сильвестру Петровичу и Галине Михайловне в связи с 35-летием совместной жизни.
Батревского района объявлена семье Емельяновых Борису Петровичу и Елене Валентиновне в связи с 30-летием совместной жизни. За содействие в укреплении престижа и роли семьи в обществе, сохранение семейных ценностей, принципов любви и верности, благодарственное письмо администрации Батревского района вручается семье Куликовых Марату Рифкатовичу и Алсу Шайдуловне в связи с 25-летием совместной жизни. Станиславу Фердинандовичу и Наталье Алексеевне в связи с 20-летием совместной жизни. Семье Лепешкиных, семье Лаврентьевых Юрию Александровичу и Екатерине Геннадьевне в связи с 15-летием совместной жизни. Василию Алексеевичу и Алевтине Борисовне в связи с 10-летием совместной жизни. Прошу подняться. И самой молодой паре, семье Шамбазовых Марату Мансуровичу и Наиле Наиловне в связи с 5-летием совместной жизни. Хотели бы не только сказать вам много теплых слов, мы хотим сделать так, чтобы вы вспомнили тот миг, когда стали мужем и женой. Возможно, не у всех этот день был торжественным и красивым, но он был одним из самых лучших дней в вашей жизни. Мы вместе, и это главное. Говорят, что при поцелуе души влюбленных объединяются. И в этот волшебный миг поздравьте друг друга с супружеским поцелуем. Горько! Спасибо. Что может быть семьи дороже? Теплом встречает отчий дом. Здесь ждут тебя всегда с любовью и провожают в путь да с добром. Любите и цените счастье. Оно рождается в семье. Что может быть ее дороже на этой сказочной земле? Этими замечательными словами поэтессы Дарьи Тарадановой завершается наш парад юбиляров семейной жизни. Пусть каждый из вас унесет с собой частичку радости, теплоты тех улыбок, что наполняли сегодня эту площадь. Унесите и постарайтесь сохранить эту искорку в ваших душах как можно дольше. Будьте здоровы и благополучны. Счастья вам, радости, больше добрых друзей и больше оптимизма. Ну а сейчас, уважаемые юбиляры, общая фотография на память. Наверное, Yer yurlaşı, ilişkayık
социальные работники. С праздником еще раз. Спасибо. Среди нас также опытный исполнительного отдела Батыревского райкома, секретарь райисполкома, управляющий делами, начальник орготдела, начальник отдела ЗАГС и директор музея. Очень активный человек. Всегда находит время для общественной работы. Долгое время возглавляла Союз женщин Батыревского района. В настоящее время активный член Союза пенсионеров. Ольга Николаевна, оставайтесь всегда такой энергичной, зажигательной, инициативной. Что бы вы хотели сказать здесь сидящим на сегодняшнем празднике? Ну, конечно, самое первое, это с праздником, дорогие. 95 лет, это очень здорово. Дай Бог нам всем и столетие отметить. И, конечно, хотелось бы сказать всем большое спасибо за совместную работу на благо нашего Батыревского района. Здоровья, счастья, головы побольше, хорошего настроения. Трудитесь каждый день, ежедневно на развитие вашего славного Батыревского, нашего славного Батыревского района и на развитие нашей Чувашской республики. Низкий вам поклон за то, что вы, несмотря на все проблемы, какие были в те годы, несмотря на пандемию, ни на один день не оставили наших детей одних без образования. Вы трудились в самые сложные условия, вечерами проверяли из их маленьких телефонов с ваших, их домашней работы. Это было сложно, вы справились. И сегодня вы с честью можете сегодня гордиться тем, что вы такие же полноправные, настоящие герои Батыревского района. Поздравляю с праздником, желаю справлять много-много еще юбилеев и приглашать хороших людей в гости. Ой, матур депре. Адя, бадя, ура, 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 выляще. Адя, бадя, ура, 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 выляще. Ура, адя, зем, выляще, кулаще. Ура, адя, зем, выляще. Молодцы, ребята, ну спасибо. Все справились. Идите переодеваться. Я не знаю, как нельзя здесь. Попробуйте, да, можно? Вот смотрите. Это, например, символ истины. Это символ взаимопонимания.
Пидену Майтере, Пидену Майюра, Пидену Майтажи, Жаптави, Электрения Валдан, Чуваш Халаке, Чуваш Террине, Булама Врене, Шак Чуваш Террин, Каш Ундавит Хай, Шивышне Дегерне, Курупне Дегерне, Чичигисене Дегерне, Чувашан Менгур Бурначе, Чуваш Терринче Буланна, Шамбай Бурде Терсаврене, Фермалалада, Чуваш Террисене Булама, Чуваш Террине Терли, Мешан Беквес. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Всех собрали. Да. Эта картина была подарена